Это вечный огонь нам завещан, одним мы груди. День пограничника для этих мужчин – праздник и трогательный, и радостный одновременно. Встречаться вместе, признаются они, получается нечасто, потому каждый миг сегодня особенно ценный. В Ухте проживаю, потом приезжаю сюда. Ради этого праздника сюда приехал специально, чтобы увидеть друзей. Вместе с пограничниками в почетном карауле стоят школьники. Это ученики 9 класса, активнее всех участвовавшие в патриотических мероприятиях. Именно за ними, уверены, здесь стоит будущее страны, воспитать которое нужно достойно. Сами же мужчины о своих юных годах сегодня вспоминают с улыбкой. Китайская граница, Северный Кавказ. Службу вели в разных уголках страны, но воспоминания у всех похожие. Стал мужиком, можно сказать. Армия все равно ставит на ноги, самостоятельные становимся, более ответственные. Граница есть, ошибок не прощает. Служил я в Воркуте, пограничный авиационный полк, обслуживали мы самолеты, вертолеты. Вот. А служба дала, в принципе, что, как сказать, возмужали, ну, то есть научила жизни. Служба дала мне все, буквально все. Вот я понял настоящую мужскую дружбу. Это пограничники, это прежде всего коллектив сплоченный, которые стоят за себя горой. Вот. И 28 мая это всегда, никогда не забываем, храним зеленую фуражку, знаки. В этих самых фуражках сегодня пограничники выстроились на главной площади в Визинге. Сначала в шеренгу, потом в стройную цифру 100. О юбилейной дате родных войск здесь помнит каждый. Ура! К праздничной дате на площади вручение медалей. В семье Мельниковых поводов для гордости сразу несколько. Вся мужская половина – погранцы. Награды сегодня за всех получает глава семейства. В родное село сыновья вернутся позже. А больше всех радуется мама Татьяна Васильевна. Ой, вы знаете, у меня сердце разрывается. Прям все кипит внутри, все. Вот я очень рада. Очень-очень рада и горжусь ими. Вот. Но на 22 июня они, конечно, приедут. Один с Мурманска, а другой, на вахту не сможет приехать. Так что я очень горжусь своими детьми, сыновьями, то есть, и мужем. Своя история есть у каждого служивого. Александр Торопов в 81-м призывался в город Ош, Киргизскую СССР. Говорит, потом перекинули на иранскую границу, попал в Азербайджан. Там как раз открывали школу для автомобилистов. Сначала закончил ее сам, затем остался, чтобы учить новых призывников. Каждые полгода обученных сержантов выпускали для всей границы СССР. Первые дни фактически так получилось, что на территории Республики Иран состоялось землетрясение, 7 баллов. До нас дошло 4 балла, всю ночь казарма гремела, ждали, пока стекла лопнут ли, что ли, или здание разрушится. Но здание выдержало, просто дрожание произошло, здание устояло, и мы остались целы. И хоть погода в Визинге не сильно радовала, то сильный ветер, то дождь, спортивную программу никто не отменял. На базе Центра допризывной подготовки развернулись настоящие состязания на ловкость, меткость и силу. 2, 3, 4. Причем таким досугом заинтересовать удалось даже детей. На отсыпанной песком площадке развернулся конкурс миноискателей, впрочем, очень условный. Вот на данный момент малыши ходят с металлоискателями, и на поле разбросано у нас от 1 копейки до 10 рублей гвозди, банки. Вот закопана банка со 100 рублями. Если кто найдет, то получит этот приз. А некоторые из состязаний основаны еще и на практических навыках. Вот колесо. Это у нас наряд, это из жизни наряд, то есть дружный пограничный наряд. Вот они в мыслях освобождали горную тропу от валунов, которые с гор сходили. Пожалуйста, у нас бревно, доступный снаряд, канат. И здесь еще будут и метание ножей, и стрельба из автоматов, разборка-сборка автоматов. Вспомнят, как одевали солдатские сапоги в спортянках, тоже на время. Новая встреча будет только через год. Пусть дата уже не будет юбилейной, но численности гостей праздника, надеются сами пограничники, от этого не убавится. Любовь Филиппова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сысольский район.